Третий шаг включает определение гендерно ориентированных параметров в анализируемых секторах. Мы можем говорить, что эти параметры будут вытекать вследствие выявленных на шаге 2 причин проблем и потребностей целевых групп. Гендерно ориентированные параметры – это перечень задач, качественных и количественных индикаторов и показателей в анализируемых секторах, которые ориентированы на обеспечение гендерного равенства. Комбинирование количественных и качественных показателей является перспективным методом изучения и определения гендерно ориентированных параметров. Эти параметры можно определить путем использования косвенных показателей, например, посещаемость занятий, успеваемость в школе девочек и мальчиков, процент поступления в колледжи и вузы в разрезе девушки и юноши в городе и в селе. Так как зачастую в сельской местности девочки в большей степени привлекаются в семье к работам по домашнему хозяйству, то, соответственно, пропускают учебные занятия. Путем различных дополнений, например, вовлечения женщин в процесс принятия решений по вопросам, регулирующим развитие рассматриваемой сферы, как в качестве заинтересованных лиц, так и на практике с целью устранения исходных проявлений социального и гендерного неравенства с самого начала проекта, при условии, конечно, наличия наиболее точных данных и сведений, либо создания партнерств и союзов с региональными и национальными сетевыми организациями по решению конкретной проблемы в данном секторе. Путем проведения социальных опросов с ранжированием ответов респондентов, например, при изучении материнской смертности, респондентам может быть предложено оценить качество дородового ухода по шкале от 1 до 5, где 1 неудовлетворительно, а 5 соответствует всем требованиям. Качественный анализ как никогда уместен при выяснении влияния женского политического представительства на более широкие социальные проблемы. Важен вопрос о том, насколько глубоко показатели могут фиксировать изменения в гендерном неравенстве, происходящие на определенном отрезке времени. Качественный анализ можно использовать для исследования взаимозависимости между численностью женщин-парламентариев и их степенью воздействия на процесс принятия решений. Например, его можно применить для выяснения ряда обстоятельств, таких как сколько раз вопросы, касающиеся гендерной справедливости, поднимались в высшем законодательном органе, какое законодательство, связанное с гендерной справедливостью, прошло или получило дальнейшее законодательное развитие, оказывает ли влияние выступление женщин на законодательный процесс, как можно поддержать женщин в их деятельности по достижению цели гендерной справедливости, впрочем, как и другие их политические инициативы. Качественные исследования позволяют выявить латентные гендерные проблемы, исключить гендерные стереотипы, восполнить информацию, которую невозможно получить количественными методами. Гендерно ориентированные параметры будут представлять информационную базу для гендерно ориентированного бюджетирования, что повысит эффективность процесса самого бюджетирования. Иногда качественные характеристики гендерного равенства трудно поддаются измерению. К примеру, оценку соблюдения прав мужчин и женщин и равного доступа женщин и девочек к экономическим ресурсам, к образованию, здравоохранению может быть затруднена. В качестве примера для понимания гендерно ориентированных параметров рассмотрим примеры по дошкольному воспитанию и обучению. Пример. Это детские площадки и их приспособленность к разным возрастным категориям до 4 лет, до 8 лет, до 12 лет и старше. И разбивки по полу. Каждому возрасту ребенка характерны свои психологические особенности и эти этапы развития. Детские дворовые площадки оборудованы универсальными игровыми элементами, такие как песочницы, качели, горки, домики, турники. Везде можно заметить футбольное поле летом или хоккейный корт зимой. В данном случае необходимо проанализировать охват и доступность спортивных сооружений по гендерным различиям. Постараться выявить гендерные показатели обеспеченности спортивными сооружениями и площадками мальчиков и девочек.
Чтобы провести анализ учета гендерных аспектов и различия при строительстве и установке детских площадок, а также спортивных сооружений, предлагается ответить на следующие возможные вопросы. На кого и какие возрастные группы больше ориентированы детские дворовые площадки? Учтены ли интересы, гендерные различия и возрастные категории мальчиков и девочек? Кто принимает участие в разработке, оснащении и в строительстве дворовых детских площадок? Привлекаются ли жильцы домов и родители детей? Сколько составляет сумма финансирования строительства и модернизации дворовых площадок и спортивных сооружений? А также как организовывается досуг для мальчиков и девочек разных возрастных категорий? А также очень важно посмотреть в разрезе ситуации в сельских населенных пунктах. Важно, чтобы гендерные аспекты были интегрированы в любые мероприятия – строительство, модернизация, реконструкции, учитывать мнение родителей, детей, мальчиков, девочек и быть эффективными с устойчивыми для всех заинтересованных сторон. Этот пример есть показательным, но он не ограничивается только сферой детских площадок. Интеграция гендерных аспектов и учет гендерных показателей в ходе выполнения мероприятий обеспечивает сокращение неравенства. При отсутствии данных, необходимых для выполнения данного шага, рекомендуется принять меры для улучшения сбора данных и процедуры обработки, инициировать внедрение новых форм статистической и административной отчетности. Возможно, это будет новое направление гендерной статистики – сбор информации о домохозяйствах с разбивкой по членам домохозяйства. Экспресс-обследование домохозяйств предоставит ценные сведения для проведения анализа. Также можно проводить небольшие опросы среди родителей, учащихся о проблемах возможных, например, в дистанционном образовании. Интервью с ключевыми респондентами, как учителя начальных классов и старших классов, преподаватели высших и средних технических учреждений, главврачи больниц и диспансеров могут оказать существенную помощь при определении гендерных показателей в сфере качества и доступа образовательных и медицинских услуг для женщин и мужчин, девочек и мальчиков, а также социально уязвимых групп населения. Конечным итогом по результатам анализа и выполнения этого шага должен стать перечень показателей по анализируемым сферам. Разработка гендерных показателей и сбор данных в разбивке по полу для наблюдения за тем, в какой степени в результатах отражены выявленные гендерные проблемы. Эти показатели будут включаться в перспективе в оценку и в систему мониторинга для анализа воздействия. Кроме того, гендерно ориентированные параметры развития будут учтены в дальнейшем при разработке гендерно ориентированной политики в определенной сфере на локальном и национальных уровнях.